Но у них страх же присутствует, тоже наказание, какого бы то ни было в будущем, как вы считаете? Я думаю, что особенно у тех, которые дают приказы, открывающие дорогу к массовым репрессиям. Но Палагин, которого сейчас убрали из Крыма. Вот Палагин, это просто, понимаете, я не хочу принижать себя, но называя его достойными для его характера. Ну, это мразь просто. Это мразь, которая растоптала тысячи человеческих судеб Башкирии. А если взять с родственниками, десятки. Я знаю эту историю. Да. Я знаю, как они за один день 300 людей захватывали. Это писала еще газета в Москве. Потом его кинули только что оккупированный Крым исключительно из-за того, что вот он такой мясник по раздавливанию судеб людских. Да? При этом у него ярко выраженная такая фобия антиисламская, потому что он специализируется не просто там, скажем, на религиозном экстремизме, а на исламском экстремизме. Вот таких мразей мы просто будем обязаны выловить, вот как евреи после Второй мировой войны вылавливали нацистских преступников, да, мы просто будем обязаны их выловить. Но господин Палагин, а, кстати, что его отставили? У вас есть какие-то информации? Нет, у меня нет, да, это мне не очень интересно. Мне пришлось первые месяцы оккупации с ним несколько раз сталкиваться. Это просто пренеприятнейшая просто особь. Но его специально туда десантировали. Исключительно. И вы даже сказали, что специализируется по исламскому экстремизму. Он специализируется по фабрикации исламского экстремизма, потому что тех людей, которых хватали, я хорошо помню эту статью, она была в газете «Московский комсомолец» почти на полосу, я не помню год, то ли 12-й. Это про Башкирию, да? Это про Башкирию. Это тогда журналист поехал туда, тогда были относительно вегетарианские еще времена, более или менее, и почти полоса была текста про то, как они, если мне память не изменяет, 300 людей. Там же, понимаете, там очень ясный алгоритм. Извините, что я вас перебиваю, я просто хочу развить то, чтобы не развить, а пояснить нашим зрителям. Когда перед человеком ставят задачу, чтобы он находил сотни, тысячи экстремистов, и человек сам этого жаждет, это как Палагин, то он, конечно, не может такое количество изыскать, не используя методы фальсификации и сталинские. Да, конечно. Черт возьми, это все сталинские. Спускали цифры, планы, они их всегда перевыполняли.